Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нюрбинском районе по безвестному исчезновению мужчины расследуется уголовное дело об убийстве. Мужчина 32 лет пропал 30 сентября. Установлено, что пропавший Егоров Андрей 28 сентября текущего года около 3 часов ночи в состоянии алкогольного опьянения вышел из кафе-бара «Сакура», бывшее название «Наталья», расположенного в городе Нюрба, и ушел в направлении своего дома. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Домой мужчина не явился, о своем местонахождении не сообщает, связь с ним отсутствует. При этом следователи установили, что уезжать из города он не планировал. Ранее длительное время безвестно не отсутствовал. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается круг общения потерпевшего, допрашиваются родные и знакомые. Расследование уголовного дела продолжается. Лиц, которые знают о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить об этом по телефонам в городе Нюрбе 23 598, в городе Якутске 40 31 76. Сразу 39 дел рассмотрено в Якутском городском суде по делу о махинациях с материнским капиталом. Семьи получали в группе WhatsApp информацию о помощи в обналичивании материнского капитала. Схема выглядела так. Подсудимые эффективно вступали в членство в ЖЗК «Земля», затем получали выписку из реестра кооператива о вступлении и якобы о внесении 50 тысяч рублей в качестве пая на строительство дома. Потом якобы вносили еще 1 000 000 рублей, за что получали справку о том, что участвуют в строительстве многоквартирного дома. Также они составляли у нотариуса обязательства о оформлении квартиры в долевую собственность членов семьи. Все справки несли в пенсионный фонд. Получали деньги и выходили из ТСЖ, заплатив председателю 50 тысяч. Остальные деньги оставляли себе. Подсудимые вступали с председателем правления, состоящим в организованной преступной группе, заместителем председателя СКПК в предварительный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере путем обмана сотрудников пенсионного фонда при получении социальной выплаты в виде средств капитала с использованием государственного сертификата. В судебном заседании подсудимые полностью признавали вину, раскаивались в содеянном, и по их ходатайству уголовные дела рассмотрены в особом порядке. Якутским городским судом подсудимым назначено соответствующее наказание. А в Алданском районе пьяный водитель, попав после ДТП в больницу, не прекратил хулиганить и обматерил полицейского. В сентябре этого года пьяный мужчина совершил ДТП, где получил повреждения мягких тканей головы. После он и был доставлен в больницу. Там он, цитата, в присутствии медперсонала и пациентов умышленно и неоднократно высказывал в адрес инспектора ДПС слова оскорбительного содержания. Уголовное дело хулигана направлено в суд. Сразу 2 компании наркоманов были задержаны сотрудниками Росгвардии. В первом случае была задержана подозрительная машина, в салоне которой находилось 3 молодых людей с признаками опьянения. Были обнаружено приспособления для курения. При проведении личного досмотра у 36-летнего жителя Якутска нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Результаты химического исследования показали, что это гашишное масло. Аналогичный случай произошел спустя пару дней. Была замечена машина с компанией молодых людей, у которых была нарушена координация движений. В салоне обнаружена смесь спайс. Задержанные доставлены в отделы полиции, возбуждены уголовные дела. Вокалистку группы «Маша и Медведи» Марию Макарову избили в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Москва». Отмечается, что девушки нанесли несколько ударов, повлекших телесные повреждения. Как позже рассказали изданию в пресс-службе столичного МВД, в полицию обратилась женщина 1977 года рождения, которая заявила, что в результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения. После инцидента начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. «Маша и Медведи» – это российская рок-группа, созданная в 1997 году Марией Макаровой. Самой известной композицией группы является песня «Любочка». Турецкая полиция остановила мужчину на тракторе, который по разным версиям пытался протаранить либо посольство Израиля, либо здание правительства, рассказывает Никита Конев.
Мужчина на тракторе пытался протаранить здание в Анкаре. Полиции удалось его остановить, однако в результате машина влетела на припаркованные автомобили. Трактор двигался с холма, но мы не сообразили, что случилось. Полицейские бежали следом, 4 или 5 человек. Они стреляли в водителя, чтобы остановить его, но у них не получалось. Трактор приблизился к розовому зданию, и один из полицейских попал в ногу водителя и нейтрализовал его. Тот потерял управление и въехал на другие автомобили. По данным местной прессы, водитель, 45-летний мужчина, отказался остановиться по требованию полицейских, и те были вынуждены начать преследование. Новостные агентства пишут, что задержанный признался, хотел протаранить посольство Израиля в знак протеста. Однако официальные власти пока не подтвердили эти данные. В самом же диппредставительстве заявили, что не верят в эту версию. По мнению источника, пожелавшего остаться анонимным, целью мужчины должно было стать здание правительства. Известные подробности ЧП, о котором мы рассказывали ранее. Заложницу на вокзале Кёльна захватил беженец из Сирии. Это подтвердила во вторник полиция. Рассказывает Татьяна Громова. Захват заложницы на центральном вокзале Кёльна в понедельник совершил выходец из Сирии. Об этом заявил глава уголовной полиции города Клаус Штефан Беккер. По его словам, все еще под вопросом, считать ли случившееся терактом. Мы уверены в том, что нападавший сириец, 55 лет, проживающий в Германии с 2015 года. Это дата его эмиграции. С тех пор он постоянно жил в Кёльне. На стенах его квартиры мы нашли арабские надписи. Они указывают на связь с исламом, но не с исламизмом. В частности, нет никаких указаний на так называемое исламское государство. Полицейский добавил, что о возможной причастности к нападению запрещенной в ряде стран экстремистской группировки им сообщил свидетель. Прояснить мотивы преступника на допросе пока невозможно. Во время операции по освобождению заложницы он получил серьезное ранение. Ему сделали операцию, но хотя жизнь нападавшего, по заверениям врачей, вне опасности, он впал в кому. Днем в понедельник мужчина, чье имя не называется, бросил в кафе на вокзале коктейль Молотова, в результате чего девочка 14 лет получила ожоги. Затем он зашел в соседнюю аптеку, где взял в заложницу женщину. Станция была оцеплена, пассажиры и сотрудники эвакуированы. Во время переговоров с полицией злоумышленник требовал освобождения некой женщины из Туниса. В конце концов, силовики пошли на штурм и освободили заложницу, которая получила незначительное ранение и была госпитализирована. На этом пока все. Берегите себя.